В этом году к выборам депутатов Государственной Думы зарегистрировано свыше 3000 кандидатов по спискам и около 1500 кандидатов по одномандатным округам. Борьба предстоит серьезная. Обсудим особенности вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами политолог, доцент УГНТУ Константин Кузьминых. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Какие особенности предвыборной кампании в этом году видите вы, и на что обратили внимание в первую очередь? Ну, и начну, наверное, с классики. Многие обратили внимание на основные моменты, которые необходимо совершенствовать, такие как материнство, семейные аспекты, такие как разработка инфраструктуры, заработной платы, безработица. Но есть и новые тренды, вызванные ситуациями, происходящими в России. Это некоторые партии обратили внимание на ковид, то есть это 5 партий использовали, значит, эту тематику. Потом тема миграции тоже затронута была. И еще одна тема была связана с экологией. Да? То есть вот этот тренд набирает обороты, и многие партии, конечно же, используют его в своих предвыборных программах. Ну, вообще, можно сказать, ознакомившись с предвыборными программами, я хочу сказать, что и по содержанию, по размеру они довольно-таки разные. Если взять самую короткую программу «Справедливая Россия», вот, которая воссоединилась с другими партиями, у них всего 3300 знаков, а вот если взять «Единую Россию», то у них аж 83 тысячи знаков. То есть это говорит о подходе, о проработанности программ. Конечно же, очень важно, чтобы программа была не только проработана, но и реалистична. Вот многие партии, даже парламентские, меня удивили тем, что они как бы от реализма немножко далеко. Ну, с имперскими амбициями ЛДПР все, конечно, знакомы, но КПРФ нас тоже, образно говоря, порадовала какими-то вот своими формулировками левого толка, типа «товарищ». Правда, в этой предвыборной программе всего 2 раза встречалось слово «социализм» и 3 раза «коммунизм». Поэтому вот здесь КПРФ сделала акцент, наверное, на свою классику, о чем она всегда и говорит. Константин, а вы увидели региональный компонент? Региональный компонент у нас экология. Я думаю, все-таки с этим чем-то связано. Люди поддерживают эту тему, она интересна. По экологии из всех тем только, не только, 10 партий, значит, эту тему раскручивают в своих предвыборных программах экологии. 3 дня будет у нас идти выборы, 17, 18 и 19 сентября. Как вы оцениваете такой формат? Ну, я думаю, что здесь мы ничего не изобрели. Это такая тенденция европейского значит, выборного процесса. Но я думаю, что все-таки повлияла в большей степени ковидная обстановка. Людей хотят развести. Не знаю, как это будет выглядеть, но с точки зрения вот новых мер, которые будут гарантировать честность и прозрачность, а это меры постоянное видеонаблюдение, использование сейф-пакетов, использование сейфов. То есть, в принципе, видеокамера будет всегда наведена вот в самые рабочие такие процессы, ну, образно говоря, попытаются как бы, чтобы было вот четко, видно, прозрачно, и я думаю, что это поможет, конечно же, вот как раз в честности выборах, конечно же, это видеонаблюдение. И наблюдатели, очень важно. Вот про них отдельный вопрос. Ага. Подготовка велась Общественной палатой республики, да, вы также следили за этой темой. Расскажите, пожалуйста, вот увидели ли вы какие-то особенности другие, и плюс еще какие инструменты, помимо общественного наблюдения, наблюдатели помогут сделать голосование прозрачным, и чтобы ему доверяли этим результатам? Летом проходили до выбора муниципальные советы, у нас около 10, значит, было мест. Я был в 5 местах ближайших районов, как наблюдатель от Общественной палаты. Какую тенденцию мы заметили? Мы заметили, что наблюдателей очень мало. То есть партии не хотят или не могут, или не видят в этом смысл, но
представлять своих наблюдателей. В основном Общественная палата представляет, вот где я был, везде они были, Единая Россия. Ну, иногда вот парламентские партии, ну, это очень редко. И здесь, конечно же, я думаю, что наблюдатели будут играть огромную роль, ведь они воочию будут видеть этот процесс выборов. И здесь тоже на них очень огромная надежда с точки зрения вот прозрачности, честности выборов. Это большая работа, потому что придется 3 дня работать. И, конечно же, здесь вот наблюдателям можно пожелать сил, внимательности и, конечно же, профессионализма, насколько они умеют быть настоящими наблюдателями. И выдержки, да, потому что на некоторых участках, вот Ольга Юрьевна Панчихина говорила, что там по 2 человека буквально есть, и поэтому нужно им как-то будет свой график делать комфортнее. Да. Что касается избирателей, как сформулирован общий запрос? Вот что видите вы? Избиратели в большей степени хотят отойти от консерватизма, хотя... То есть, что это означает? Ну, наверное, им надоели уже маленькие зарплаты, они хотят лучшей работы, но в то же время они еще не готовы к каким-то переменам, инновациям и не особо проявляют это и в участии в голосовании. Там, да, можно сказать, что многие вообще, ну, допустим, 58% молодежи даже не вчитываются в предвыборные программы, хотя, в принципе, это их будущее, потому что предвыборные программы – это программы на ближайшие 5-7 лет. И эту тенденцию надо чувствовать, вот эти вот точки роста, они очень были бы важны для молодежи. Но в то же время молодежь... В некоторые партии, я хочу отметить, такие инициативы, которые я отметил, это принятие на работу выпускников вузов и СУЗов и предоставление льгот предприятиям, которые их принимают без испытательного срока. Потом интересная инициатива, наверное, и важная, это повышение зарплат врачам и педагогам, вот, потому что действительно от них во многом зависит наше будущее. Если с точки зрения учителей это интеллектуальный капитал и приращение доходов, а с точки зрения здоровья это, ну, самое важное, наверное, что есть у каждого из нас. Ну, наверное, вот еще хотел сказать о инициативе, значит, партии «Зеленая альтернатива». Они предлагают внедрить промышленный паспорт для предприятий. Ну, вот с точки зрения вот наших БСК там вопросов, там еще что-то, это, я думаю, вот даже в масштабе России такое разумное решение, да, ну вот в основном зеленая альтернатива, и вообще зеленые, они лоббируют тему экологии, но вот здесь здраво интересные предложения. Еще интересные предложения вот новые люди сделали, о котором я сказал, и очень важное, тоже интересное для меня, это избавиться в СМИ от агрессии, негатива и чернухи. То есть партия предлагает минимизировать до 10% эфирного времени вот на это все агрессивное, черное и так далее и тому подобное. Константин, увидели ли вы запрос по коронавирусной тематике, да, и что им предлагают партии? Все-таки пандемия с нами уже 2 с лишним года. Ну, партии в основном обращают внимание на предупреждение, да, я бы сказал, от ковида, то есть... Скорее всего, с точки зрения вакцинации, конечно же, надо делать упор, с точки зрения бережливости, ну, ненахождения в каких-то общественных местах подолгу, эти маски. Вот эта тематика, конечно, очень важна, потому что мы видим, что тенденция это не особо хорошая с точки зрения того, что люди-то умирают. А у нас каждый человек, ну, образно говоря, это ценность для России, для Башкирии. Очень важно. И я думаю, ковидная тема, вот как я уже сказал, значит, много партий эту тему, ну, как бы сказать, хотят усилить и позаботиться о здоровье
и защите от вирусов. Но хочется сказать, что ковид ковидом, а тут уже сегодня сообщение, что в Индии какие-то новые вирусы, там еще, ну, может быть, это, конечно, это профанация, но все равно настораживает, что вот война вирусов против населения, она как-то вот развивается. У нас буквально остается 1,5 минутки. Согласны ли вы с мнением, что в более сложных условиях будут проходить выборы в этом году? Условия, сложность в чем? В том, что 3 дня вы имеете в виду или как? Ну, в целом обстановка социальная, экономическая. Ну, доход населения, конечно же, реально падает очень сильно. Люди, кто-то будет протестно голосовать, кто-то привержен своих взглядов, кто-то вообще не собирается на выборы, да. Я думаю, что здесь каких-то сверхъестественных аспектов не будет, то есть, но то, что, как бы сказать, все время бывало на выборах, наверное, это с точки зрения классики, оно будет повторяться. Да? Ну и республика у нас традиционно один из регионов, где явка всегда на высоких уровнях. Да, это многолетняя практика. Да. Спасибо вам большое, Константин. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был политолог, доцент УГНТУ Константин Кузьминых, и мы обсуждали подготовку к выборам, которые состоятся в этом году 17, 18, 19 сентября. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.